Здравствуйте, это ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Это экспертная площадка, где мы все эти дни в ежедневном формате разговариваем о ситуации с коронавирусом. И тема сегодня – мифы и фейки о ковид. Коронавирус – это такая же хорошая возможность для заработка, для разного рода целителей, лжеученых, псевдоэкспертов, как и любая другая болезнь. Вот только доверчивость к этим людям может стоить очень дорого, причем не только в материальном плане. Некоторые заблуждения бывают смертельны. Об этом мы сегодня говорим с нашими экспертами. Я с удовольствием их представляю. Дмитрий Владимирович Лопушов, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Добрый вечер. Наконец-то с нами, мы долго ждали, когда к нам придет Диана Эльдаровна Абдулганиева, главный терапевт Министерства здравоохранения Республики Татарстан, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ, профессор, руководитель терапевтической службы РКБ. Надеюсь, все сказала. Добрый вечер. Добрый вечер. А также с нами сегодня наш коллега Альберт Шакиров, ведущий программы «Юлщи» на телеканале ТНВ. Он столкнулся с интересной ситуацией, из-за которой мы, наверное, сегодня и организовали эту программу, чтобы максимально донести и объяснить все возможности, все опасности различного рода заблуждений. Я напоминаю зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 554-56-10. Вы можете звонить и задавать свои вопросы нашим экспертам в студии. Итак, давайте определимся для начала. Такой самый частый, наверное, если назовем это мифом, ковид – болезнь слабого иммунитета. Очень популярное утверждение. Вот определимся для начала, так это или нет. Дмитрий Владимирович, давайте начнем с вас. Ну, опять-таки, необходимо вот из той ситуации, которую мы мониторируем уже больше года, то есть в любом случае практически нет людей, которые бы не поражались ковидом. То есть это говорит о том, что ковиду подвержены все. Заболеть может каждый. Поэтому говорить о том, что должен быть какие-то иные признаки, по которым человек становится невосприимчивым, может быть, в какой-то степени какие-то ряд случаев и есть, но в основном поражаются все, и мы это активно видим. То есть и богатые, и бедные, и пожилые, и молодые. То есть поэтому инфекция поражает практически всех. Диана Эльдаровна, как бы вы опровергли это утверждение? Ну, полностью соглашусь с Дмитрием Владимировичем. Конечно, это не болезнь слабого иммунитета. Напротив, когда идет развитие заболевания ковида, которое состоит из двух фаз, это ковид ОРВИ и поражение нижних дыхательных путей, то есть легких, напротив, это заболевание характеризуется избыточным иммунным ответом. И тот цитокиновый шторм, наверное, термин, который знаком уже сейчас очень многим, является тому подтверждением, это развитие избыточной иммунной реакции. Поэтому говорить о том, что это болезнь слабого иммунитета, наверное, это не совсем верно. И третья волна тому яркое подтверждение, потому что мы сегодня видим, что молодые люди 25, 27, 30 лет, которые не вакцинировались, потому что в течение многих месяцев контактировали, кто-то в семье болел, они не заболели. Были уверены, что у них крепкий Они были иммунитет? уверены, что у них уже, их клетки полностью перестроены, какие только объяснения мы не слышим, и вдруг они заболели. Поэтому молодежь нельзя отнести к людям с ослабленным иммунитетом. В таком случае давайте покончим с мифом, что ковид можно предотвратить и достаточно укрепить иммунитет, попив витамины, какие-то БАДы, и все обойдется. Нет. Опять-таки, определенное это заблуждение. То же самое мы сталкиваемся, когда встречаемся с населением в различных коллективах о вакцинопрофилактике. То есть здесь находится определенное количество людей, которые говорят, что вот вы знаете, прививки я делать не буду, потому что я принимаю витамин D и витамин С. Соответственно, это укрепляет иммунитет, и, соответственно, я не заболею. К сожалению, начинаешь объяснять, что это не так. То есть, да, витамин С отчасти поможет при лечении, улучшить течение заболевания, но предотвратить заболевание это невозможно практически. Вот эти заблуждения, они, к сожалению, есть. Еще очень активно используют биологические добавки. И говорят, что это защита от ковида. Увы, к сожалению, лучше, чем вакцинация. Да, лучше, чем вакцинация, пока человечество не придумало, и 200-летний опыт вакцинопрофилактики говорит именно об этом. Хорошо, еще одно из таких утверждений. Ковид – это, кто-то говорит, что это просто ОРВИ, слабее, чем грипп, смертность меньше, чем у гриппа и так далее, грипп опаснее. Так что такое ковид все-таки? ОРВИ, пневмония, в чем отличие? Ковид – это особый вирус, с которым до этого мы не сталкивались. Ковид однозначно – это не грипп.
Даже вот понятие постковидный синдром говорит о том, что человек переносит и последствия ковида гораздо тяжелее. И ковид – это коварный вирус, который, кроме того, что он поражает верхние дыхательные пути, это стадии ковид-ОРВИ, он способен достаточно быстро приводить к развитию пневмонии и активации в организме человека очень многих процессов фундаментальных, то есть повышение свертывания крови, поражение вирусом не только легких, но и центральной нервной системы, сердца, и приводит к избыточному высвобождению воспалительных белков. Это называется реакция гипервоспаления или тот самый цитокиновый шторм. При гриппе этого не бывает никогда. Ковид – это коварный, заразный вирус, который, к сожалению, обладает выраженными отрицательными свойствами на весь организм человека. Мне сейчас подсказывают, что у нас есть звонок в студию. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, да, у нас вопрос. Меня зовут Лейла. Скажите, пожалуйста, кто вот по национальности болеет тяжелее, татары или же русские? Таких исследований не проводилось, кто болеет тяжелее, татары и русские. Как-то по национальному признаку пока течение ковида не различается в доступной нам литературе. Ну, как Дмитрий Владимирович сказал, тут даже в материальном плане-то в иммунитете разницы нет, поражают всех одинаково. Ну, в любом случае, спасибо за звонок. Есть ли лекарство от ковида, или мы скорее боремся с последствиями, чем убиваем вирус? Каким образом происходит лечение? Дмитрий Владимирович, как? Да, конечно. Да. На сегодня совершенно четко прописаны все подходы к лечению новой коронавирусной инфекции. И краеугольным камнем вот в настоящее время, когда мы имеем дело с другими штаммами, не только уханьским, но и дельта, и бразильским, и британским, является противовирусная терапия. И надо сказать, что чем раньше человек ее начинает, первые сутки, вторые сутки заболевания, тем больше ее эффективность, потому что в ходе развития препаратов для лечения ковида мы сегодня имеем 3 прямых противовирусных препарата, и они напрямую снижают вирусную нагрузку в организме человека. Поэтому это первый большой блок и краеугольный камень. То есть мы лечим вирус, мы его, как мы говорим, элиминируем из организма. А дальше есть группы препаратов, которые влияют на свертывание, которые влияют на воспаление, которые влияют на различные другие проявления новой коронавирусной инфекции. Поэтому мы лечим не только последствия, мы в первую очередь боремся с самим вирусом. Есть что добавить, Дмитрий Владимирович? Здесь единственное, что добавить, это как можно раннее обращение к врачу. Опять-таки, это из тех мифов, что не надо заниматься самолечением. То есть препараты есть, поэтому при наличии определенной симптоматики, конечно, как можно раннее обращение к врачу. Хорошо. Сейчас в интернете особенно активизировались целители, лекари разного толка, предлагают чудодейственные бальзамы, БАДы. Об этом как раз, в общем-то, эту историю обнаружил наш коллега Альберт Шакиров. Давайте для начала посмотрим, что сегодня предлагают в интернете для борьбы с ковидом все, кому, как мне кажется, не лень, и те, кто хочет заработать. Внимание на экран. У каждого своя болячка, и она обостряется. А биотин именно он помогает вот этого избежать. Потому что, опять-таки, восстанавливается микрофлора, восстанавливается все балансы в организме восстанавливается. Вот, а молозиво и сыворотка, там же имеются все необходимые для организма аминокислоты, которые мы ниоткуда взять не можем. Имеются там полисахариды, жирные кислоты. Они именно вот вирусно не давят, обволакивают и его дезактивируют. Пожалуйста, просто передавайте информацию тем, кто болеет, и тем, кто здоров, для профилактики. Я сама, хотя 10 месяцев пила бальзамы, я тоже переболела, но так, что я даже не заметила, что это был коронавирус. Всем, каждому передавайте информацию, что есть такие бальзамы чудесные. Желаю всем здоровья. Ну что слышим, да? Состав неизвестен, чудодейственные лекарства, от всего спасут. Называются, в общем-то, где-то понятные людям названия, да, молозиво, бальзам, иммунитет, все это прозвучало. Чем это опасно и почему вы, Альберт, я даже знаю, что вы не только отреагировали, да, на все это, но еще и обратились в прокуратуру на подобные продажи чудодейственных средств. Вот почему к этому пришли?
Я сколько смотрю, столько ужасаюсь на такие вот формулировки, потому что, во-первых, эти люди крадут драгоценное время. Я понимаю, что эти препараты используются при лечении всех возможных заболеваний, но такое заболевание, как коронавирус, ну хотя бы его можно было бы не трогать, потому что здесь каждые сутки, каждые часы на счету. И когда я смотрю репортажи, когда я смотрю мнение экспертов, действительно экспертов в этой сфере, и понимаю, что врачи не вылезают из красных зон, что наши коллеги не вылезают из красных зон и пытаются донести эту информацию. И вот информация с таких вот экспертных площадок, к сожалению, она обесценивается и стирается десятками тысяч вот таких вот распространителей роликов, каких-то там сомнительных сообщений, что вот какой-то вирусолог в Японии сказал, что азиаты не болеют, потому что у них иммунитет и так далее. Кстати, вот корни вопроса про русских и татар, они растут как раз-таки тоже с баек из интернета. Я с ужасом для себя открыл эту сферу, такую новость, что даже на коронавирусе пытаются нажиться, и как бы здесь молчать я уже не мог. И всячески начал раскачивать эту тему. Благо, сознательные люди, адекватные люди, в том числе и известные люди, они переняли эту эстафету, эту волну, и видеоролики, которые я смонтировал буквально вот на коленях, они имели хоть какой-то эффект, но сейчас все равно они забываются, они остаются позади, а эти ролики, они как были, так и будут, к сожалению. Хорошо, Альберт, спасибо. Мы сейчас прервемся на рекламу ненадолго, потом продолжим. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ «Татарстан». В студии Светлана Кадырова. Еще раз говорю о нашей теме «Мифы и фейки о ковид». Вот сейчас мы посмотрели несколько роликов о продаже якобы супербальзамов, которые спасут от коронавируса и так далее. Альберт, вы хотели дополнительно проговорить о героях этого ролика, да? Да, здесь нарезка из разных моментов, которые, более-менее такие вопиющие, так скажем. Но вот первый спикер, так скажем, женщина, которая говорит про Малозева, если смогут повторить, она озвучивала в этом прямом эфире, что она является фармацевтом в поликлинике, то есть она при аптеке, работает в аптеке при больнице. И самая большая опасность в том, что есть такое понятие, как конфликт интересов. То есть человек, который является распространителем всяких БАДов, при этом является фармацевтом, и априори к ней какое-никакое доверие, уважение есть. Она сидит на первой линии, куда приходят больные, и для нее поменять препараты, которые прописал врач, на то, что а вот это вот лучше, это 5-минутный вопрос. Но это угроза жизни и здоровья людей. Абсолютно верно. Я поэтому обратился в прокуратуру, потому что есть специальная статья в Уголовном кодексе, она была введена в прошлом году, именно за заведомо ложную информацию, распространение этой информации, в том числе о способах и методах лечения коронавируса. То, что здесь вот говорится, это все абсолютно 100% попадает под эту статью, на мой взгляд. Альберт, когда заявление в прокуратуру вы отнесли, какая была реакция? Где-то 14 августа я отправил, когда я начал распространять вот эти вот нарезки. Ответа пока не было. Слежу за письмом, оно отписано МВД, Казанскому, я так понимаю, там, управлению. Пока что конкретного ответа не было. Я надеюсь, что все-таки правоохранительные органы отреагируют. На мой взгляд, это действительно угрожает жизни и здоровью. Вот эксперты согласятся с нами, Диана Эльдаровна. Это опасно? Да, конечно. Говоря о БАДах, тем более в эпоху коронавируса, хотелось бы сказать о 3 принципиальных вещах. Первое – это применение различных веществ подобного ряда. Оно вызывает у человека ложное мнимое впечатление, что он защищен. И таким образом человек отодвигает от себя возможность вакцинирования. Это очень опасно. Это создание ложного благополучия, которого нет. Второй момент – длительный прием всех БАДов. Он имеет не в эпоху коронавируса, в эпоху коронавируса, это не важно. Он имеет свои особенности. Эти препараты метаболизируются или выводятся из организма человека через 2 органа. Либо это печень, либо почки. И длительный прием подобных препаратов вызывает нагрузку на эти 2 органа. Коронавирус тропен как к печени, так и к почкам. То есть на подготовленную БАДами почву садится новая коронавирусная инфекция и усугубляет поражение этих органов. Роскошно себя чувствует на подготовленную. Конечно. И третий момент, полностью соглашусь с Альбертом. Понимаете, новая коронавирусная инфекция, в медицине мы ее относим к неотложным состояниям, где надо быстро принять решение и быстро помочь пациенту. А затягивание обращения к врачу, опять-таки, имея ложное впечатление благополучия, что я ведь лечусь и у меня все пройдет легко, потому что я уже это принимаю, оно
приводит к тому, что пациенты с запозданием обращаются, когда уже возникает одышка, невозможность самостоятельно передвигаться или выходить из дома. И вот те золотые 7-10 дней, они упущены, и пациенты поступают тяжелые, иногда нуждающиеся и в кислородной поддержке, и в реанимационных мероприятиях. Благодаря вот таким людям, таким роликам в том числе. Дмитрий Владимирович, на ваш взгляд, в чем еще опасность может быть? Но опасность в том, что, пользуясь своим служебным положением, то есть если человек фармацевт, то есть она вместо того, чтобы отпускать то, что выписал врач, она еще предлагает свои, С большей вероятностью да, предлагает свои, никакие, ничем не проверенные, ну и видно же, что простой набор слов. Да, убедительно, может, это влияет, но она пользуется своим служебным положением, предлагает непроверенные лекарства, это на самом деле страшно. Хорошо, спасибо. Но вот по сути, на самом деле, люди, которые приобретают вот это все, занимаются самолечением. У нас, в общем-то, так люди и думают, узнав о диагнозе, не то, что думают, а бегут за антибиотиками, противовирусными препаратами, иммуномодуляторами и так далее, и так далее. То есть начитавшись, наслушавшись всевозможных экспертов. Вот это-то чем опасно? Это опасно тем, что помощь правильная и разумная начинает оказываться с запозданием. Когда уже процесс, вот был вопрос, что такое ковид ОРВИ, когда процесс из верхних отделов проникает в нижние отделы легких, и более того, начинают затрагиваться и другие органы в организме человека. Вот это чем опасно. А, к сожалению, ковид, как мы говорим, это жизнеугрожающее заболевание, которое может заканчиваться летальным исходом. Альберт, вы переболели? Была у вас история, связанная с лечением, не получали? Привились? Нет, да. Привились. Хорошо, тогда вопросов здесь уже, наверное, о том, как переносили, нет. Но в целом, вот очень многие родственники бегут в госпиталь, когда оказываются там их родные, и несут импортные дорогущие лекарства, видимо, понимая, что у врачей нет лекарств, нет определенного лечения, набора. Вот что сказать таким? Что-то нужно нести в больницу для лечения? Ну, конечно, желание родственников помочь своим близким, которые попали в беду, это совершенно нормальное желание. Но когда мы говорим о том, что родственники несут препараты, конечно, эти препараты не передаются пациентам, потому что пациенты в стационарах тяжелые и со среднетяжелым течением, и все схемы лечения осуществляются коллегиально в соответствии с методическими рекомендациями. Поэтому никаких дополнительных извне лекарственных препаратов, которые родственники хотят донести, их пациенты, их знакомые не будут получать. Это однозначно. Другое дело, наверное, семья может повлиять на вакцинацию своих престарелых, пожилых, работающих, активно перемещающихся. Вот, и если кто-то попал в больницу, всем в семье, конечно, надо в ближайшее время вакцинироваться и ждать уже пациента, выписанного из стационара, так скажем, подготовленными полностью. Поэтому, ну, много лет работая в стационаре, никогда лекарства, передаваемые извне, пациентам не вводятся. Потому что они предполагают, что врачи не понимают, как лечить, и они знают больше Мы сегодня работаем по 11 методическим рекомендациям, не 5, не 3, 11. И скоро выходят 12-е методические рекомендации, поэтому основные подходы к лечению новой коронавирусной инфекции известны и в стационаре, и в поликлинике уже не 1 месяц. Еще появились средства, точно так же, там же вот такие же люди, возможно, и фармацевты, которые говорят о том, что необходимо принимать что-то до вакцинации и после вакцинации. И я понимаю, почему они появились, потому что у нас почти к миллиону мы приближаемся только в Татарстане вакцинированным. Это огромное поле для деятельности. И дальше будут вакцинироваться люди. Ревакцинация впереди. Вот что-то, Альберт, рекомендовали вам принять до вакцинации, после вакцинации? Не предлагали. Когда началась полемика в сети на эту тему, самое вопиющее предложение, которое мне поступило, было от распространителя. Я не публиковал и не собираюсь озвучивать имя этого человека, известный человек. Заявил: наспор, давай вот наспор на любую сумму. Среди твоих близких найдем человека, который болеет коронавирусом. Я пропишу дозировку и частоту приема вот этих вот БАДов чудодейственных. После этого пиши все, что хочешь. То, что человек настолько уверен, что вот будет выздоровление, что готов поспорить на жизнь близкого человека на любую сумму. Для меня это был шок. Естественно, вот было такое предложение. Непосредственно мне таких предложений не поступало. Вот в этом и опасность, что эти БАДы, они доставляются бесплатно.
То есть ты платишь большую сумму, да, согласен, там 8 тысяч, 10 тысяч рублей, да, это большие суммы, но их доставляют до твоего порога совершенно бесплатно. Люди еще на это ведутся. Когда тебе надо встать и пойти сделать вакцину или сходить к врачу, это надо что-то сделать. А тут абсолютно ничего не делая, заплатив деньги, ты получаешь красивый пакетик и широкую улыбку, и пожелание там доброго здоровья. Но, к сожалению, без создания какого-то прецедента, именно судебного прецедента, я думаю, что это бесполезно бороться. Вот я сейчас только вижу реакцию Дмитрия Владимировича. Первый раз слышите, да, наверное, все-таки о том, что даже уже этим пользуются Есть моменты, аферисты, потому что давайте когда назовем прямо, да? приходят и говорят, что вот даже некоторые приходят на вакцинацию, уже принимают какие-то биологические добавки. Есть вопросы, задают, что же нужно принять, чтобы подготовиться к прививке. На сегодня рекомендации, которые у нас вышли вот буквально недавно, то есть говорят о том, что перед прививкой готовиться ничего не надо делать и принимать какие-то дополнительные лекарства, то есть здесь нет необходимости. Единственное, после вакцинации бывает повышение температуры. Вот здесь, да, то есть симптоматической терапии. Здесь можно принять жаропонижающий препарат до прививки, какие-то лекарства применять новые, которые не назначены врачом, и здесь нет необходимости. Здесь же еще БАД заменяют, БАД равно вакцина делают вид, да? То есть, я так понимаю, под этим же соусом продают. Вот, Диана Ильдаровна, Мне хотелось бы реакция. добавить еще, совершенно верно, у нас обновились буквально недавно методические рекомендации по вакцинации особых групп населения, это в том числе и в гематологии, в ревматологии, ВИЧ-инфицированных. То есть научное сообщество работает очень активно по всему миру. И какие новые сведения появились? Определен круг препаратов, прием которых заранее, до вакцинации, может снижать вероятность формирования антител. Мы хорошо знаем, что алкоголь, применяемый после вакцины в течение 72 часов, он снижает формирование антител. А, собственно говоря, человек ведь идет за тем, чтобы получить эти антитела и иммунную защиту. И возвращаясь к мысли о приеме БАДов до вакцинации, мы ведь совершенно не знаем, как они влияют на формирование в будущем антител и их устойчивую концентрацию в сыворотке крови. Поэтому, может быть, люди, принимая БАДы, обрекают себя на то, что они придут на вакцинацию, а эффективность вакцины будет не такая высокая, на которую они рассчитывают. Вот это тоже очень важный момент, о котором надо говорить и доносить. Поэтому Дмитрий Владимирович совершенно верно сказал, мы очень тщательно подходим к процессу вакцинации. Все хронические заболевания должны быть в стадии компенсации. Четко просматривается перечень препаратов, принимаемых человеком, идущим на вакцинацию, и даются врачебные рекомендации. Вот какой в этой ситуации совет? Не верим, все, вот идем и вакцинируем, идем к врачу. Не пьем БАДы перед вакцинацией. Не пьем БАДы. Не пьем БАДы вместо вакцинации. Это вообще главное, да, в этой ситуации. Еще раз, из народных способов лечения ковид в свое время, когда только началась пандемия, в интернете лидировало в поисковиках, да, водочные ингаляции. Потом шло употребление имбиря и теплого напитка на основе соды и лимона по какому-то израильскому рецепту. В Казани рекорд установила в поисковике, когда действовал жесткий масочный режим, это апрель-май прошлого года, интересовались фейком о наночервях, которые живут в маске. Это один из ключевых запросов, то, что интересовало людей. Вот как отличить миф, фейк от правды? Что читать, кого слушать, кому доверять? Вот, Альберт, давайте попробуем, где вы черпаете верную, правильную информацию, к кому вы обращаетесь? Отличить фейк очень просто, на мой взгляд. Как правило, он имеет первый абзац, который состоит из какого-либо факта. Это может быть какая-то статистика или еще что-то. А хвост этого самого поста или публикации или видеоролика, он всегда ярко выражен, как хвостик УИА с бантиком. Это вот уже какое-то оценочное суждение вот таких вот великих ученых и распространителей, так скажем. То есть, если вы видите, что к какому-то общеизвестному медицинскому факту приделали хвост и говорят, что БАДы на самом деле решают ситуацию с коронавирусом, то здесь 100% вы имеете дело с человеком, который пытается вам впихнуть какое-либо лекарство. Ну, не лекарство в данном случае, а именно БАД, препарат, так скажем. Информация, она доступна, потому что даже в социальных сетях есть практикующие врачи, которые делают посты на 2 языках, на русском и татарском, которые досконально все объясняют, какие были симптомы, какие были ситуации, как это разрешилось. Это работа журналистов та же самая, это интервью с экспертами. Их довольно-таки много, таких площадок, но, к сожалению, я повторюсь, вот этот фон, правильный информационный фон, он размывается из-за вот таких вот роликов. Плюс те же самые вот эти вот распространения
объявления по WhatsApp, вот этот израильский рецепт с содой, например, он буквально несколько лет назад прошелся волной, и это было средством от рака. То же самое, там сода, что-то еще и так далее. Прошло некоторое время, это все перешло на коронавирус и так далее. То есть такие вот волны, повторяющиеся информации, какие-то байки, что, допустим, в Японии 90% населения употребляет БАДы и не ходит в аптеки, это тоже байки из 2005 года. То есть это все прослеживается, интернет, как говорится, все помнит. Люди не доверяют вакцинам, разработанным учеными, но доверяют абсолютным шарлатанам в интернете, Да. о которых они не знают ничего. Это шаблоны, и эти шаблоны можно отслеживать, прослеживать. То есть там ничего нового не придумывается. Это всегда одинаковые формулировки, одинаковые. Нужно включить голову, наверное, Да. в этой ситуации. Все-таки вот какие рекомендации, Дмитрий Владимирович, как отличить, кому верить, куда идти, кого слушать? Ну, во-первых, все, что касается постановки диагноза, все, что касается лечения, то есть это, безусловно, не надо лезть в интернет и самому искать. То есть это обратиться за квалифицированной медицинской помощью. И не откладывая. Не так, что неделю ищет в интернете, неделю лечится по тем рецептам, которые нашел в интернете, а потом уводит скорая помощь, аппарат ИВЛ и иногда и летальный исход. Вот этого делать не надо, особенно сейчас в эпоху коронавируса. При появлении симптомов, то есть обратиться за медицинской помощью. А если человек думает о вакцинации, сомневается, куда, где узнать окончательно, можно ему, нельзя, положено, хронические заболевания? Какие... Значит, опять-таки, в республике работает консультативный центр, это телефон 122, по которому можно позвонить и задать все интересующиеся вопросы. То есть все материалы, то есть я тоже принимаю в этом участие, то есть все материалы передаются операторам этого центра 122, на которые даются квалифицированные ответы. Диана Ильдаровна, да, как бы вы здесь тоже определили, как людям определиться, как людям понять, кому верить? Как отсечь лишнее? Наверное, когда появляется что-то новое, и это новое живет с нами уже не первый месяц и не первый год, в начале пути информации было очень мало, но мы уже живем 1,5 года рядом с коронавирусом, и, наверное, какое-то время еще будем с ним рядом жить. Очень много уже справедливой, доказанной, верифицированной информации, которая не отличается от подачи в странах Западной Европы, Штатах, Москва, Санкт-Петербург. Возьмем тот же Китай, Италию. И этим фактам мы верим, потому что они работают схемы лечения, мы видим выздоровление, мы видим качественную жизнь после ковида. А то, что в период вот такой информации, когда люди хотят верить в чудо и хотят верить в мошенничество, наверное, здесь дополнительные разговоры, дополнительные передачи. Очень важно, мне кажется, настрой в семье, чтобы в семье был разумный человек, который настраивал бы всю семью, пожилых родственников, которые год не выходили из квартиры и верили только, допустим, определенной информации по сарафанному радио. Здесь все средства хороши, чтобы уйти от мифов, уйти от тупика и встать на правильную дорогу, по которой мы все идем, и она приведет, в конце концов, нас к нормальной жизни. Вот если коротко еще, Дмитрий Владимирович, такой звонок был, что даже в аптеках все-таки правильные лекарства очень редко выписывают. На самом деле продвигаются, не то что правильные, назначенные врачом, продвигаются другие. Что делать? Вот Альберт обратился в прокуратуру по этому. Есть какая-то горячая линия, куда можно обратиться, если ты понимаешь, что тебе навязывают другие лекарства? В любом случае, если при обращении в аптеку с рецептом и навязывают какие-то либо иные препараты, то в каждой аптеке, а это точно, это все было проверено, то есть доска объявлений, и в котором написаны те вышестоящие организации, контролирующие, которые занимаются именно лекарственным оборотом. То есть все они на связи, в любой момент можно позвонить на горячую линию и, соответственно, озвучить эту проблему. Вот опять итог программы «Доверяйте, но проверяйте» абсолютно. То есть БАД – это не равно вакцина. Есть эксперты. Я надеюсь, что сегодня наши эксперты помогли нашим зрителям. Я благодарю всех гостей студии за участие. Спасибо телезрителям. Прощаемся с вами до завтра. Завтра будем говорить ковид, пожилые, симптомы, последствия и вакцинация. Всего доброго, до свидания.